Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. В конце февраля, начале марта, поддавшись панике, многие якутяне отправились в магазины и на оптовые базы скупать сахар, муку, гречку и макароны. Такой же менталитет. Как только в стране что-то происходит, мы тут же запасаемся продуктами. Этих людей не смогли отговорить ни владельцы баз, ни представители правительства Якутии, которые заверили, продуктов в Якутии хватает. И еще до закрытия переправы завезут больший запас. Но таблички с предупреждением, что сахар и мука отпускаются не более одного пакета в одни руки, до сих пор висит во многих магазинах. Между тем, за период с 10 марта по 15 апреля на станции Нижний Бестях выгружено 725 вагонов с продуктами. Всего с начала года по железнодорожной линии Беркакит-Томот-Якутск перевезено порядка 2,5 миллионов тонн грузов, в том числе 757 тысяч тонн товаров народного потребления. Тем самым показатель прошлого года превышен на 21%. В среднем по продовольственным товарам, продуктам питания запас в республике составляет более 60 дней. Если не брать в расчет сезонные продукты питания, товары, производимые ежедневно, например, овощи, хлеб и куриное яйцо, то запаса социально значимых продуктов питания в Якутии хватает более чем на 90 суток. Данные по мониторингу потребительских цен по Дальневосточному федеральному округу показывают, что в Якутии рост потребительских цен находится на 10-м месте из 11 регионов ДВФО. Рост потребительских цен в Якутии с января по март 2022 года составил 7,9%, что является минимальным значением после Чукотского автономного округа.